Спортсмены-вольники, прежде чем попасть в национальную сборную, прошли большой путь. Они лучшие среди лучших. Среди них именитые спортсмены и пока малоизвестные в спортивном мире молодые люди. Молодые, но крепкие и решительные. В плане спорта предугадывать очень трудно, но дальше по плану также тренируюсь. Видно будет, что к чему. Но надежды есть какие-то, тренируемся, думаю, чего-то добьюсь. Асланбека 11-летнего впервые привели в спортзал. Вольная борьба ему полюбилась. Мысль связать с ней жизнь, как спортсмен признается, и не приходила в голову. Уверен, нужен сильный характер и воля к победе. О завоеванном Асланбеком титуле чемпиона мира среди юношей в весе 76 килограмм, наверное, в Абхазии известно многим. Сейчас юный спортсмен стремится к новым высотам. Он примет участие в чемпионате России. В начинаниях его поддерживают не только родные и друзья. Компания «Аквафон», в которой активно выступают за здоровый образ жизни, намерена поддерживать юного спортсмена. Вот и в этот раз представители сотовой связи не могли упустить возможность присутствовать на тренировках. Кстати говоря, в скором времени в Абхазии появятся баннеры с изображением Асланбека Гварами. Это своего рода информационная поддержка от компании «Аквафон». Для компании «Аквафон» спорт – это как еще один инструмент для того, чтобы обычные ребятишки, обычные мальчики, взяв за пример вот этот высокий пример, высокую планку, тоже же пришли бы в спорт и были бы здоровыми членами общества. Чувствовать братское плечо и поддержку в условиях жесткой конкуренции – явление редкое и особо ценное. Именно такое отношение Дениса Царгуш к себе ощущают юные абхазские спортсмены. Тренируются наши молодые перспективные ребята, на которых мы надеемся и возлагаем большие надежды в будущем. Замену нашу, можно сказать, которые уже в борцовском мире уже хорошо знают, которые уже прославили на мире. Стал вот Гварами Аслан, стал чемпионом мира. И за ним следуют очень хорошие ребята. Трехкратный чемпион мира в настоящее время готовится к Олимпийским играм в Бразилии. Но прежде предстоит отборочный этап в чемпионате России, до которого осталось всего 3 месяца. Спортсмену нелегко удалось восстановить прежнюю форму после тяжелой травмы. После травмы мы запланировали турниры, которые он отборолся, то, что нами было запланировано. Думаю, все идет по плану, все нормально. Травмы его больше не беспокоит. Он находится в обычном тренировочном режиме. В Бразилии Олимпийские игры будут проводиться, куда мы готовимся. Я думаю, туда уже подойду в хорошей форме и надеюсь, что привезем золото. Олимпийское золото в Абхазии, что привезем. Для занятий большим спортом необходимы навыки, а дальше все зависит от работы. Прежде всего над собой. У Абхазии большой спортивный потенциал, о чем свидетельствует количество наших спортсменов в сборной России. И это радует. Перспектива очень большая. В общем, в развитии очень радует, что молодежь есть сегодня в Абхазии. Не только в Абхазии, они прославляют имя не только Абхазии, но и России. Честь. И флаг поднимают Российской Федерации. У нас сборная команда очень специфическая, интернациональная, поэтому и, наверное, и сильная. В большом спорте победа и поражение сосуществуют. Серьезное поражение еще одного известного нашего вольника Рустама Ампар в мировом турнире имени Ивана Ярыгина помешало ему завоевать путевку на чемпионат Европы. Это был сильный моральный удар, признается спортсмен. И такие мысли посещают, что думаешь, зачем все это надо, мучаться, нервы свои тратить. Бывают такие мысли, оставить борьбу, но потом уже, когда ты осознаешь, что ты всю жизнь к чему стремился, просто так оставить из-за поражения какого-то, что можно исправить. Это работа над собой, нужно исправлять ошибки и идти дальше к своей цели. Именитые тренеры называют Инала Геджу, Османа Джугейля, Рустама Ампар и других абхазских спортсменов перспективными. Получив первые и наиболее важные навыки от абхазских тренеров, они готовы покорять новые вершины и прославлять страну. При этом важно не забывать о том, что нашим спортсменам всегда нужна поддержка. Государство нам очень помогает, но не хватает. Можно открыто сказать об этом, потому что одного человека повести на вот такие сборы обходится 50-60 тысяч. А это 10 человек, вот уже сумма какая. Нам помогают люди. Есть человек, который нам очень сильно помог, Муса Экзеков. Есть компания «Аквафон», которая очень серьезно следит за
нашими ребятами, за успехами ихними. Рядом стоит, всегда помогают. Я бы хотел, конечно, поблагодарить Аквафон, что сегодня приехали, уделяют внимание нам. Помню еще первые шаги, которые в Абхазии, когда мы еще делали, поддержали вот с экипировкой молодых ребят. Это все не забыто, все мы помним. И всегда они откликаются на наши просьбы, за что хотел бы им сказать огромное спасибо. Спортивная жизнь вновь оживает. Спортсмены всего мира активно готовятся. Кто-то к предстоящим турнирам, кто-то к Олимпийским играм. А болельщикам остается с нетерпением ждать их выступлений и надеяться на победу. Асида Мали, Беслан Джанджал, Абхазское телевидение.